7 апреля в Республике Коми стартовала студенческая весна 2016. Подробнее узнать об этом событии нам поможет сотрудник Департамента по молодежной политике и социальным вопросам Яна Вершинина. Яна, привет! Поздравляю тебя с началом студенческой весны. И, соответственно, первый вопрос. Почему решили возродить студенческую весну? На самом деле, такое решение, оно пришло как-то обоюдно вместе с Российским союзом молодежи. Директор программы «Российская студенческая весна» Ирина Карик, она обратилась с просьбой к руководству нашего университета и выразила свое, так сказать, расстройство по тому поводу, что наши студенты нашей республики не имеют права участвовать в российской студенческой весне, потому что у нас нет регионального этапа. В этом году университет взял на себя такую ответственность организовать российскую студенческую весну в Республике Коми. Давай поговорим о самой студенческой весне. Что это за конкурс? Это творческий конкурс среди непрофессиональных артистов по 5 направлениям. Это музыкальное направление, хореографическое направление, театральное направление, направление такое, как оригинальный жанр и журналистика. В каждой номинации должен быть победитель, да? И второе, третье место. Победитель, он является победителем регионального этапа, и его потом республика отправит на Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Если вдруг, такое тоже может быть, что жюри решит, что в номинации они не будут давать первое место, допустим, будет только третье или только второе, в принципе, в рамках конкурса это вполне возможно, то тогда республику в этой номинации не будет представлять никто. А как выбирается победитель? Победитель выбирается по итогам оценки жюри. В этом году формированием жюри занималось Министерство культуры нашей республики и Владимир Иванович Юрковский, это руководитель фонда «Классика и современность». В каждом направлении жюри из 7 человек. Это все профессионалы своего дела. Главное требование, что это огромный опыт работы. И также, чтобы никто из их участников, там их коллективов и так далее, не участвовал в студенческой весне. Расскажи, пожалуйста, кроме города Сыктывкара, из каких городов поступили заявки? Поступили заявки из таких городов, как Воркута, там колледж один участвует, Ухта, это и Ухтинский государственный технический университет, и Ухтинский колледж, и плюс это Усинск, там тоже филиал Ухтинского госуниверситета и колледж. Какое направление оказалось наиболее популярным среди студентов? Наиболее популярное направление, это, конечно же, музыкальное, а если быть конкретнее, то это номинация «Эстрадный вокал». В музыкальном направлении принимают 97 участников участия, то есть это очень много, и конкурсное прослушивание будет длиться почти 12 часов. А наименьшее количество заявок отправлено по какому направлению? По направлению журналистика, и, наверное, это в силу того, что в направлении журналистика не имеют права принимать участие студенты, которые обучаются по профилю журналистика. Но, тем не менее, у нас нашлись такие звездочки, которые все-таки решили принять участие. А в общей сложности сколько заявок на студенческую весну приняли в этом году? Около 90 заявок, даже около 100, наверное, и 250 примерно участников. А организатором выступает Департамент по молодежной политике или какой-то отдельный сотрудник? Организаторами фестиваля выступает не только Сыктывкарский госуниверситет, это правительство Республики Коми, и огромную поддержку оказала администрация города Сыктывкара. Это очень важно для нас, и мы им благодарны. В принципе, практически все структуры университета, они задействованы. Но, конечно же, это огромная студенческая команда. То есть сотрудники, они координируют, студенты, они придумывают, креативят, реализуют, напрямую общаются с участниками, потому что все-таки весна, она студенческая. И для организаторов это тоже, конечно же, огромный опыт организации классных творческих проектов. Впереди нас ждет гала-концерт. Что нам ждать на гала-концерте? Гала-концерт будет состоять из лучших номеров и лауреатов этого фестиваля. То есть поэтому пока содержание оно не определено, его в принципе наполнение зависит от того, а кто же все-таки станет сильнейшим. И, конечно, хочется, чтобы это был не просто гала-концерт, чтобы это было очень молодежно, чтобы был драйв, веселье, счастье, море музыки, танцев, театральных каких-то интересных постановок. И я думаю, что именно гала-концерт Российской студенческой весны станет одним из самых ярких творческих молодежных событий этого года.